Друзья, уважаемые мои подписчики, я вас приветствую на своем канале. Рада всем, кто вместе со мной проживает в нашей жизни. И на дворе уже январь 2026, а я только перерабатываю видео за ноябрь 2025 года. Вот так время убегает фантастически. И сегодня у меня настроение прочесть несколько стихотворений на фоне жизни родного Могилева. Циля Вайнер. А мне бы промолчать, я не могу. В глаза всю правду, и притом всю сразу. А мне бы не спешить, а я бегу туда, куда подсказывает разум. А мне бы не болеть за всех душой, не лезть туда, куда меня не просят. А мне бы наслаждаться тишиной, но темперамент коррективы вносит. А мне бы ложь спокойно отвергать, не злиться, что за дуру принимают. А мне бы научиться не страдать, когда надежду всю уничтожают. А мне бы полюбить саму себя, в погрешностях своих притом не рыться. А мне бы знать, что всех любить нельзя, но видит Бог, мне сложно измениться. Лариса Гущина. Никто не выбирает себе жизнь. Это подарок, данный нам от Бога. И что бы ни случилось, ты держись. У каждого для нас своя дорога. Как вам, друзья? Такая красота. Всем хорошего вечера. Спать. Никто не выбирает себе боль. Она дается нам как испытание. И тот, кто плохо поступил с тобой, всегда свой крест получит в наказание. Никто не выбирает круг друзей. Знай, лишнее всегда от нас уходит. Мы от потерь становимся сильней, а от врагов нас сам Господь отводит. Никто не выбирает нам любовь. Она с небес приходит, как награда. И мы готовы в сказку верить вновь. И большего нам в сущности не надо. Никто не выбирает жизнь себе. Все это так. На этом углу стояло 2 деревянных дома. Много лет. Черных, страшных. И посмотрите, какая красота растет. Ну вот, дороженьки, поглядите. Центр города. Здоровые деревья. Почему было бы их не сохранить? Почему не воспользоваться принципами подходов, как это делается в Европе? Каждое дерево сберегается. Очень жалко. Как приятно. Ходила в бассейн. Смотрите, нарисовали дорожку. Что-то не свежено выглядит. Потому что ее не было. Вот прекрасный бассейн в родном городе Могилеве. Часто очень плаваешь один на дорожке. Магазинчик этот был закрыт. Сейчас открыли. Надо как-то зайти. Всем хорошего дня, мои подписчики и подписчицы. Субботы, 15 ноября
2025 года. Ну что, дороженьки, интернет — великая сила. Посмотрите, почти все аккуратно, только пластмасса заполнена. Ну вот видите, у людей еще осталось немножко грязи, а так в целом, я бы сказала, неплохо. Хотя вокруг полно грязи. И сколько бы мы ни жили, воздастся каждому нам по делам, хоть где, за жизнь, которую мы сами заслужили. В ноябре выдался вот такой сказочный денек. Первый мороз и такой красивый иней. Секирина, берегите своих мам. Когда меня не будет в этом мире, не сяду больше с вами я за стол. Не буду утром топать по квартире и ждать, чтобы кто-нибудь пришел. Не буду ныть, что мне уже не 40, и по утрам кружится голова. Не буду слушать ваши ссоры, доказывать, что в чем-то не права. Не буду думать, как вы там сегодня, звонками вечно вам надоедать. И, вспомнив все обиды прошлогодние, подушку потихонечку рыдать. Не буду слушать, как я виновата, а дома стало меньше помогать, что стала я ужасная растяпа, посуду стала бить и плохо промывать. Не буду слушать лекции часами, какой я стала, и переживать, что это все вы говорите маме, вместо того, чтобы любить и понимать. Друзья, перед вами пробежали картинки. Маленькое кафе «Золотой ключик». Ему много-много лет в родном городе. И вот так просто зайти, выпить чашечку кофе, скушать вкусный блинок и полюбоваться в окна родным городом. Как вам машинка? Мне понравилось. А как для счастья? Много ли надо? Немного. Сделал реснички красивые, красивенные ногти, и все, ты уже счастлив. Галина Воленберг. Мамочки. Все, что осталось. Память прошлых лет. Альбом, где фотографии стареют. Тебя со мной уже так долго нет. А годы так лечить и не умею. Наверное, я привыкла без тебя. Вот только боль за мной повсюду ходит. Друзья, предлагаю по кофейку в Турке. Помещение очень маленькое, но все грамотно спланировано. Я заказала кофе классический в Турке, который готовился на песке. Вот он. Стоит 4,50. Сразу заранее скажу, что кофе достойный. Ну что, мои дороженьки, вот мое пирожное качается. Вот такое пирожное стоит рубль 30. Ой! И кофе в Турке сваренный, классический, пахнет как настоящий. Но самое интересное, что это кафе только to go, только на вынос. И вот неси на улицу Лазаренко. Или садись здесь на улице. Пирожное вкусное, яркий вкус лимона. Вот.
практически как бомж. Прости меня, Господи. В коротких снах жалеешь ты меня, и запах твой так долго не уходит. Тоска, бывает, в дом ко мне придет, и ворох принесет воспоминаний, и за душу так крепенько возьмет, и никаких не хочет оправдания. А вечером на небо я смотрю, ты где-то там, я это точно знаю. Ты помни, мама, я тебя люблю, и с каждым днем все больше я скучаю. Виталий Подопригора. Проходит жизнь, шуршат ее страницы, мелькают дни, сплетаются в года, и прошлое уже не повторится ни завтра, ни сегодня, никогда. Мои дороженьки, как бы и что вы мне не говорили, но вот жить по-белорусски вот так. На мусорке стало, конечно, немножко чище, но зато дойти, доплыть до Валберес можно только так. Как вам, друзья? Решила дать вторую жизнь вот этой корзине. Были прекрасные цветы, подарены на юбилей. Привезла вот такие веточки и сделала вот такую красоту. С наступающим 2026 годом. Посмотрите, друзья, новый домик, и достаточно давно уже построен. И почему-то бантик красивый такой. Наверное, готовится к году красной лошади. А мы живем, как будто бы играем, как будто проживаем жизнь не раз. Свои ошибки снова повторяем, друзей советы тоже не для нас. Везде, всегда, во всем мы только правы, другие виноватые всегда. Копим обиды, злобу, как отраву, и раним души близких мы подчас. К другим мы непреклонны и суровы, к себе же снисходительны всегда. Тут я не согласна. В чужом глазу соринку видим даже, в своем не замечаем никогда. Я не согласна категорически. Так, может, люди, стоит измениться, взглянуть на жизнь, на прошлые года, простить других, пред кем-то извиниться, стать лучше и добрее, чем тогда. А жизнь идет, шуршат ее страницы, мелькают дни, сплетаются в года, но прожитое вновь не повторится ни завтра, ни сегодня, никогда. И уже в конце ноября 2025 года я хочу вам пожелать, пусть в вашем доме будет все, чего бы вы только захотели. Пусть будет радость и тепло, покой в душе, здоровье в теле. Пусть никогда не будет слез, а если будут, то от счастья. В глазах всегда пусть будет блеск, пусть обойдут ваш дом ненастья. Пусть слышится детишек смех,
и благодать наполнит сердце, во всем сопутствует успех, в него вы только чаще верьте. Любите жизнь за каждый миг, что послан нам с небес судьбой, за каждый день, за каждый блик, что дарит счастье и покой.